произвести и отгрузить продукцию вам же, тогда вы масштабируете исполнение. А если вы создаете отдельный завод, и директор завода сам осуществляет закупки, сам управляет расходами, сам управляет продажами и сам управляет запасами, то вы масштабируете или отдаете принятие решений. И вот когда вы масштабируете путем передачи принятия решений, вот тут есть засада. Потому что очень часто бывает так, что вы отмасштабировали какой-то бизнес, связанный с сервисом, открыли филиал, обучили всему человеку, он полностью принимает сам решение, через год он всему научился, и он от вас уходит и создает конкурирующую фирму. Потому что он все знает. Поэтому в таких случаях нужно понимать, что вы делегируете. Если вы делегируете принятие решений, нужно сразу для себя определить, вы делегируете принятие каких решений. Например, принятие решений, все отношения с клиентами вы должны оставлять у себя. Если это сфера услуг. То есть все отношения с клиентами вы выстраиваете, продажи вы выстраиваете, а ему делегируете исполнение, принятие решений по закупкам, принятие решений по увольнению или поощрению сотрудников и так далее, и так далее. То есть в масштабировании вы видите, я навскидку сказал много ключевых факторов. Для того, чтобы не было, что вы открыли филиал или компанию в другом городе, а потом ваш же директор, чтобы не кинул. Для того, чтобы понимать, чтобы он не принимал кривых решений, или для того, чтобы, наоборот, он принимал правильные решения, для того, чтобы понимать, что можно стандартизировать, что нельзя и так далее. Много-много нюансов. Поэтому, прежде чем масштабироваться, первое, удостоверьтесь, что ваш существующий бизнес работает на 100% мощность. Второе, удостоверьтесь, что у вас спрос гораздо больше, чем ваши возможности. Спрос должен быть всегда больше при масштабировании. Иначе это глупо масштабировать, когда спроса нет, а вы увеличиваете мощности. Третье, это стандартизация всех процессов. Четвертое, понимание, что вы масштабируете. Исполнение или принятие решений. И пятое, если вы отдаете принятие решений, то надо тоже понимать, принятие решений, в каких сферах вы отдаете. Вот вкратце. Я вообще мастер кратких ответов, заметили, да? Спасибо большое. Ребят, в онлайне дайте обратную связь, пожалуйста, напишите 10, если только что вам было интересно или вы узнали что-то новое из инструментов. И я хотела бы еще поделиться с вами такой инсайдерской информацией. Если вы еще не знали, то сейчас у нас на самом деле еще проходит такой небольшой выпускной, потому что, к сожалению, мы не смогли его организовать во время завершения первого потока, поэтому сюда приглашены выпускники именно в Алмате и в Астане. Мы приглашали ребят, чтобы мы, так сказать, посидели в неформальной обстановке, завершили первый поток классной, интересной, в такой уютной компании. Поэтому ребята сегодня делятся своими результатами с Маргуланом Калиевичем и с вами, потому что им хочется поделиться своей радостной новостью, а сколько у нас закрытых точек Б и сколько у нас купленных артефактов. Ну, я впечатлен. Точка Б 3000, Б 42 тысячи сделали. Это очень круто. Но вот теперь проанализируйте, на чем вы это сделали, какие действия вы правильно сделали. И теперь точка А для вас 42 тысячи, ставьте точку Б больше, 100-150 тысяч. И делайте. Класс. Спасибо большое. Спасибо. У нас следующий вопрос, да, пожалуйста. Сейчас вам на вас камеру, да? Здравствуйте. Меня Давид зовут, еще раз занимаемся грузовыми перевозками. На проект пришел с точкой А 4000 и завершил, то есть поставил точку Б 8000. Закрыл его за месяц, а завершил проект 11 тысяч. Ну, круто. Это чистая прибыль была у вас? Да. Это с минусом всех дизельных и так далее, зарплаты водителей, все прочие чистые. Такой вопрос, если мы сегодня говорим про ошибки, какие ошибки делают вот прям все предприниматели, имеется? Вот все поголовно делают эти ошибки. Ну, смотрите, это настолько большой вопрос.
все предприниматели делают все виды ошибок. Ну, они делают все виды ошибок. А не существует вида ошибок, которые вот делают только предприниматели, и не делают другие люди. Предприниматели тоже люди. Они совершают огромное количество ошибок. Если брать в целом, то, во-первых, большой блок ошибок связан с личным эго и неправильным пониманием себя и своего места в мире. Очень часто предприниматели вперед себе в голову какую-то идею, я хочу заниматься этим. А работает это, не работает, вот он уперся, вот я хочу этим заниматься, или я считаю это правильно. Этому миру пофиг, что ты считаешь. Поэтому нужно научиться смотреть на этот мир таким образом, как ученый. Говорит, вот я думаю, что если я этим займусь, то там я могу получить хорошую прибыль. Теперь вы говорите, это гипотеза. Но это гипотеза. Когда вы произносите слово, что это гипотеза, это подразумевает, что вы можете ошибаться. Проблема в том, что когда ты говоришь, я хочу заниматься производством утюгов, и начинаешь заниматься производством утюгов, многие молодые предприниматели не могут признаться, что они ошиблись. Они не могут признаться, потому что это касается их эго. Ну, я же принял решение, как там, я же до этого думал, прочитал, и трудно признаться. А когда ты говоришь, это гипотеза, ты отделяешь себя от своего решения. Свое эго отделяешь от своего решения. И ты смотришь на свое решение и говоришь, ну это же была гипотеза, а гипотеза сработает, не сработает, 50 на 50 же. Поэтому я попробую заниматься производством утюгов, я буду этим заниматься 3 месяца, посмотрю, если у меня будет все легко получаться, и там действительно хорошая маржа, я продолжу. Значит, гипотеза оказалась правильной. А если мне все будет даваться тяжело, и там нету прибыли, то я откажусь, потому что это гипотеза, это не я, это гипотеза. Вот я вам просто показал как способ мышления, правильный способ мышления, чтобы не рухнуться. Потому что молодые бизнесмены еще берут же все свое время, энергию, деньги, еще у знакомых берут и все вкладывают. Они больные своей идеей, понимаете? А это почему? Потому что он нечетко понимает свое место в этом мире, и он не понимает себя. Слишком много эго задействовано в этом деле. Это первый большой блок ошибок. Там миллион ошибок внутри. Второй блок ошибок – это неправильное отношение с людьми. Это с партнерами, с подчиненными, неправильный набор неправильных людей, неумение управлять этими людьми, неумение решать конфликты и так далее. Это огромный большой блок. Неумение работать с людьми. Это второй блок. Третье, я бы сказал, это большой блок незнания хард-скиллов или технических знаний. Бухгалтерии, как ведутся финансы. Люди часто путают свой карман с карманом компании, неправильно ведут учет, неправильно все на коленке, на бумажке, неправильно считают себестоимость, неправильно считают прибыль и так далее. Не знают законов, не знают, как работает логистика, не знают, как работают закупки, как работают продажи, не владеют маркетингом и так далее. Это уже конкретные скиллы, ну то есть, или умения. Вот это тоже огромный блок вопросов. Еще один большой блок вопросов. Кстати, во втором блоке неумение работать с людьми, туда в тот блок входит еще неумение работать со своими клиентами. Незнание психологии людей, незнание своих потребителей и так далее. И вот это третий блок теперь это хард-скиллы или умения. Ну и четвертый блок это, наверное, большой, это связано с неправильным принятием решений. Потому что принятие решений – это целая технология, а бизнес – это сплошь и рядом каждый день связан с принятием тысяч решений ежедневных. Вот нужно четко понимать, как принимать решения и какие решения, когда принимать. И пятый блок я бы выделил – это неумение решать проблемы. То есть бизнесмены стремятся сразу же решать проблемы. На самом деле в решении проблем существует определенная технология. Как только ты столкнулся с любой проблемой, первое, что нужно сделать, это взять паузу. Не решать ее, а взять